Приготовились, начнем. И все вместе подпоем. Солнышко лучистое любит. Здесь можно поиграть с игрушками, поломать голову над настольными играми, сфотографироваться и пообниматься с персонажами мультиков, спеть детские песенки, попробовать слепить или сшить игрушку своими руками, попрыгать на одной ноге в классе, как и многое другое. 14 сентября в Башкортостане стартовал всероссийский фестиваль «Айда играть». Фестиваль игры проводится в республике впервые. Главная цель его – отвлечь детей от гаджетов и показать, что сегодня российская игрушка тоже развивается, меняется и идет в ногу со временем. На фестивале Акмолинский университет развернул свою экспозицию вместе с ведущими организациями и предприятиями республики. На площади вуза можно было увидеть самые разные виды игр и игрушек – роботы, конструкторы, куклы, машинки, тактильные игрушки, настольные игры и другие. В Институте педагогики студентами и преподавателями разрабатываются разнообразные дидактические игры, методические пособия, рекомендации по их использованию для педагогов и родителей республики. Одним из таких значимых пособий является серия игр «Лото» по патриотическому воспитанию. Включает в себя 14 комплектов лото. Особенность этих разработок, этих игр заключается в том, что играть в них могут дети дошкольного, школьного возраста, взрослые люди, а также могут играть в них родители вместе с детьми в семье. Факультет башкирской филологии организовал для посетителей мероприятия народные подвижные игры, где участники показывали быстроту движения, ловкость, сообразительность. Естественно-географический факультет представил экспозицию по сбору спилс-карт России и Республики Башкортостан в различных вариантах исполнения. Старший преподаватель кафедры экологии, географии и природопользования Роман Халитов отметил, что главная цель игры – пробудить интерес к изучению географии. Родители с детьми приходят, буквально даже дошкольники проявляют интерес, так и взрослые поколения, опытные уже, это люди с интересом собирают спилс-карту. И вот норматив сбора спилс-карты Российской Федерации 15 минут. Студенты и преподаватели факультета психологии провели трансформационную игру для всех желающих, а студенты колледжа имени Акмулы раскрасили лица детей аквагримом. На фестивале Институт физики, математики, цифровых и нанотехнологий представил гостям мероприятия полосу препятствий, где, управляя роботом, нужно было стрелять арбизами и попасть по мишени. По словам представителей института, игра интересна всем, от мала до велика. Для школьников, для студентов. У нас даже преподаватели некоторые сидели, играли. Все равно же интересно. Шатер Акмолинского университета украсила выставка детских картин, представленная художественно-графическим факультетом вуза. Праздник детства продлится 4 дня.